Прокуратурой Аликовского района выявлены нарушения трудового законодательства. Прокуратурой Аликовского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью. В силу статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Установлено, что в нарушении указанных норм в организации нарушались установленные сроки оплаты труда. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации обязательным условием для включения в трудовой договор является в том числе условие труда на рабочем месте. В ходе изучения трудовых договоров с работниками общества с ограниченной ответственностью было установлено, что в них условия труда на рабочем месте не указаны. При этом специальная оценка условий труда в обществе с ограниченной ответственностью была проведена в 2018 году. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении директора организации возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 и части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновное лицо оштрафовано на общую сумму 16 тысяч рублей. Постановления в законную силу не вступили. Вынесен приговор в отношении жительницы Чебоксарского района, применившей насилие в отношении представителя власти. Прокуратурой Чебоксарского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней жительницы поселка Кугеси Чебоксарского района, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом установлено, что около 15 часов 30 минут 18 мая 2020 года подсудимая, находясь в административном здании ОМВД России по Чебоксарскому району, будучи доставленной за совершение административного правонарушения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применила в отношении сотрудника полиции физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанеся ему 3 удара рукой по лицу. В судебном заседании подсудимая вину признала. Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. Алатырской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства об оплате труда на хлебзаводе. Алатырской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения требований трудового законодательства выявлены нарушения в деятельности хлебзавода. Проведенной проверкой установлено, что в нарушение требований статей 22 и 136 Трудового кодекса Российской Федерации работодателям были допущены факты несвоевременной выплаты заработной платы и иных выплат, положенных работникам при увольнении. По итогам проверки межрайонным прокурором в отношении директора хлебзавода возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого постановлением государственного инспектора труда в Чувашской Республике виновному должностному лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, по выявленным нарушениям трудового законодательства в адрес директора хлебзавода прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона. По материалам проверки прокуратуры Красноармейского района возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании. Прокуратурой Красноармейского района проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности организации, оказывающей на территории района коммунальные услуги. В ходе проверки установлено, что в один из дней 2014 года указанная организация приобретает в лизинг автомобиль марки Toyota Camry. В последующем, в 2017 году, руководитель организации, несмотря на наличие у управляющей компании просроченной задолженности на сумму более 10 миллионов рублей, используя свое служебное положение вопреки интересам организации, заключил с членом своей семьи договор купли-продажи данного автомобиля по цене существенно ниже среднерыночной – 40 тысяч рублей, тогда как реальная рыночная стоимость автомобиля составляла более 1 миллиона рублей. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района материалы проверки направлены в органы полиции для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело возбуждено. Отмечаем, что ранее в отношении указанного лица также по материалам прокурорской проверки уже возбуждено уголовное дело по пункту Б части 2 статьи
165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики. Текст читал Антоний Николаев.